Сын мой, приди и послушай мои слова. Я был свидетелем вашей борьбы и испытаний, и теперь я говорю вам подняться. Пришло время вам идти навстречу своей судьбе. Слишком долго враг держал вас в ловушке и лгал о том, кто вы есть. Он пытался тебя похоронить, но я больше ничего не скажу. Я поднимаю тебя из этой могилы отчаяния и призываю тебя войти в новую жизнь, которую я приготовил для тебя. Старое ушло, пришло новое. Ваш сезон трансформации наступил. Ты слишком долго бездействовал, ограниченный страхами и сомнениями, которые никогда не исходили от меня. Разве я не дал вам дары и таланты, которые вы можете использовать? Разве я не вложил мечты в твое сердце и призвание в твою жизнь? И все же ты прятался, боясь сделать шаг и стать тем, кем я создал тебя. Но, сын мой, ты создан для чего-то большего, чем посредственность, больше, чем нужда и борьба, и едва выживать. Внутри вас кроется величие, судьба, цель. Семена этих вещей были посажены давным-давно, еще до того, как вы сделали свой первый вдох. И теперь пришло время этим семенам прорасти, вырасти и произвести изобилие, если вы им позволите. Обратите внимание сейчас, и вы увидите, что я задумал что-то мощное. Сухая земля взорвется новой жизнью, и вы уже не будете прежними. Твоя духовная личность меняется, превращаясь в того, кем я всегда хотел, чтобы ты стал. В своем уме вы храните образ себя, того, кем, по вашему мнению, вы являетесь, на что вы способны и каким, кажется, суждено пройти в вашей жизни. Но я говорю вам, что этот образ был испорчен. Враг исказил то, как вы себя видите, затмил свет вашей истинной личности. Некоторые из вас верили в эту ложь долгое время, но больше нет. Сегодня я уничтожаю ложь, превращая вашу личность в ту, которая соответствует моей правде. Вы можете почувствовать страх или неуверенность в связи с этим изменением, не узнавая себя, пока я трансформирую вас. Но не волнуйся, сын мой. Стать тем, кем я создал тебя, будет казаться более правильным и более правдивым, чем ты можешь себе представить сейчас. Наконец, вы почувствуете себя как дома в своей собственной шкуре, уверенно продвигаясь вперед к тем хорошим вещам, которые я приготовил для вас еще до начала времен. Мир будет мало понимать того нового человека, которым вы становитесь, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы доставить удовольствие людям. Некоторые могут высмеивать перемены в вас. Ваши меняющиеся приоритеты и ценности смутят их. Ваши новые мечты и призвания могут не иметь смысла в их глазах. Но не из-за них я провожу над тобой эту работу. Разве их недальновидность сводит на нет то, что я говорил твоему духу? Конечно. Так что не обращайте внимания на насмешников, которые пытаются запихнуть вас обратно в ту коробочку, которую они знали. Они видят это не так, как вижу я, потому что мои мысли о тебе гораздо выше мыслей об ограничении людей. Мои планы выходят далеко за пределы маленького воображения других. Они недооценивают то, что вы можете сделать, кем вы можете стать. Так что не поддавайтесь их словам и не потрясайте их насмешками. Я даю тебе все, что тебе нужно, чтобы стать тем человеком, которого я вижу, когда смотрю на тебя. Полностью исправный, квалифицированный и полностью идущий по своему назначению. Я полностью подготовил вас ко всякому доброму делу, которое приготовил для вас. Чего тебе еще не хватает, сын мой? Если я за тебя, кто может быть против тебя?
Вы все еще сомневаетесь в моей готовности и способности мощно использовать его там, где вы находитесь сегодня. Влить величие в свой дух, пока оно не распространится на все сферы жизни. Вы думаете, что-то для меня слишком сложно. Вы видите себя обычным человеком, но я никогда этого не делал. Ваши слабости и недостатки очевидны для вас, но мой взор видит только вашу красоту, ваши дарования, ваше предназначение. Твои недостатки – это всего лишь возможность проявить свою силу и исцеление. Они никоим образом не мешают моим планам и не ослабляют моего энтузиазма по отношению к вам. Итак, теперь я призываю вас выйти из старых стереотипов мышления, которые вас сдерживают. Я лелею ваши дары, создавая возможности для вашего продвижения в них без колебаний. Не убеждайте себя в том, в чем я пытаюсь вас убедить. Когда я призываю вас сделать шаг вперед и попробовать что-то новое, не позволяйте голосу недостаточности сдерживать вас. Заставьте замолчать мысли о том, что вы чувствуете себя неподготовленным и неподготовленным. Когда вы сделаете шаг в послушание, я буду учить ваши руки, что делать. Я приучу твои уста говорить о жизни и мудрости, которые могут исходить только от меня. Я наложу на тебя свою сверхъестественную силу, пока ты не будешь с благоговением смотреть на то, что совершается в тебе и через тебя. Вы без сомнения будете знать, что через вас движется мой дух, а не ваши собственные усилия и старания. Да, ваши навыки могут показаться незначительными, а талант недостаточным для выполнения этой задачи. Но разве я не вынужден использовать маленьких, слабых и неспособных? Поэтому моя сила сияет еще ярче, когда ты полностью отдаешься мне, полностью доверяя тому, кто я, а не тому, кто ты. Я удивлю вас тем, чего мы достигли вместе. Ибо это время новых назначений, открытых дверей возможностей, через которые я внезапно и мощно вырвусь в те области, где моей истины не хватало. Я готовлюсь продемонстрировать свою славу через покорные сосуды, которые знают, что они не что иное, как нечто отдельное от меня. Я покажу, как далеко я могу ускорить кого-то, если отбросить гордость, саморекламу и даже застенчивость так, чтобы можно было видеть только меня. Когда я так давно звонил этим первым ученикам, искал ли я самых квалифицированных, красноречивых и впечатляющих людей в стране? Нет, мне нужны были обычные люди с добрым сердцем и смиренным духом, через которых мои божественные способности могли свободно течь. И пока они шли со мной, больше доверяя моим учениям и полномочиям, чем своему собственному опыту, через их руки происходили невероятные вещи, которые вызывали у многих трепет. Сын мой, позволишь ли ты мне сделать то же самое через тебя? Взять свои природные дарования и полностью посвятить их своей работе. Идти рядом с вами, наставляя и расширяя ваши возможности так, как вы этого не ожидаете. А я обещаю вам, что, оставаясь рядом со мной с доверием и послушным доверием, вы попадете в места, о которых вы даже не мечтали. Сосредоточив свой взгляд на мне, а не на своих собственных воспринимаемых способностях, вы без усилий вознесетесь на орлиных крыльях к жизни, полной радостных целей и чудесной плодотворности. Да, враг непременно будет противодействовать новой работе, которую я совершаю в вас и через вас. Он сделает все возможное, чтобы остановить ваш рост и прогресс, потому что ваше продвижение означает его смерть. Поэтому ждите приступов, моментов, когда кажется, что силы сходятся, чтобы помешать вашему восхождению к судьбе. Чем ближе ты будешь наслаждаться всем, что у меня есть для тебя,
тем больше он будет бороться за то, чтобы ты жил скромно. Он попытается ошеломить вас, создать замешательство, связать вас с людьми, которые вас обескураживают и отвлекают. Он будет использовать ваши слабости против вас, пытаясь снова запутать вас в грехах вашего прошлого. Он будет говорить ложь и усиливать страхи в вашем сознании, чтобы подорвать вашу уверенность в том, что вы слышите мой голос и следуете моему голосу. Но разве я не дал вам силы противостоять всем стратегиям ада? Разве мой дух в тебе не сильнее любой силы, которая может воевать против твоей души? Действительно, ничто не может вырвать тебя из моих рук. Находясь рядом со мной, не позволяйте оппозиции расстраивать вас или сбивать с курса. Не спускай с меня глаз, и вместе мы преодолеем все препятствия. Уверяю вас, что дьявол не может блокировать то, что я приказываю, и не может он блокировать ни одного благословения или обещания, которые я предназначил для вашей жизни. Ему суждено потерпеть неудачу. Теперь твое время, сын мой, встать смело, как лев, и уверенно. Имейте мужество и знайте, что сезон восходящего солнца наступил. Вместо того, чтобы смотреть на обстоятельства, которые все еще нуждаются в изменении, или останавливаться на тех областях, которые нуждаются в помощи, сосредоточьте свой взгляд на мне, вашем источнике помощи. Я не знаю границ и невозможностей. Укреплите свою веру, провозглашая важные истины из священных писаний о том, кто вы и что вы можете сделать через мой дух. Произнесите их вслух с верой, и все небеса будут внимательны и готовы поддержать ваши указы и заявления. Произойдут чудеса, оковы ограничений будут сняты, и закрытые двери внезапно откроются. Вы обнаружите, что входите в новую личность, в новые возможности и в новые сферы сверхъестественных возможностей, которые я приготовил для вас. Это ваше время подняться. Я призываю вас покинуть то место, где вы оставались бездействующими и находились в плену неправильного мышления. Я веду вас вперед и вверх в сферу, для которой я создал вас, сферу божественных возможностей, радикальной трансформации и полного достижения цели. Все, что вам нужно для процветания в этом новом царстве, будет предоставлено, если вы сделаете шаг вперед с верой. Преобразование, которого вы так долго ждали, уже происходит. Я оттачиваю в вас дары, вкладываю в ваше воображение божественное вдохновение на чудеса и учу ваши руки творить дело моего царства. Я совершенствую ваши навыки и в то же время преобразую вас внутренне, залечиваю раны вашего прошлого и борюсь со страхами, неуверенностью и неправильным мышлением, которые вас тормозят. Я заставляю вас восстать здоровыми, целостными, смелыми и уверенными в том, кем я создал вас. Эмоциональные проблемы и деструктивные способы общения больше не будут вас беспокоить, поскольку мое исцеление проникает в ваши самые глубокие места. Видение, которое я поместил в ваше сердце, может показаться слишком невероятным, чтобы быть возможным, но есть ли что-нибудь слишком сложное для меня? Неужели моя рука укоротилась, и я не могу исполнить свою волю на земле? Не сказал ли я словом своим, что окончу то доброе дело, которое начал в тебе? Так почему же вам до сих пор трудно в это поверить? Теперь ваше время двигаться к сверхъестественному увеличению на всех фронтах. Не пытайтесь во всем этом разобраться, просто делайте шаги уверенного послушания, и вскоре вы обретете нужную вам перспективу с тех высоких мест, к которым я веду вас. Путь, открывающийся перед вами, возможно, сейчас не имеет полного смысла, но продолжайте полагаться на мое руководство, и вскоре все станет ясно.
Слишком долго отвлечение и разочарование заставляли вас смотреть вниз, а не вверх и вперед. Неудовлетворенные потребности и естественные стремления затмили ваше видение того, что я хочу показать вам на горизонте. Поднимите голову выше, потому что я собираюсь показать вам то, чего вы никогда раньше не видели, захватывающие проблески чудесного будущего, которое я приготовил для вас. Созерцая эти откровения, земные тревоги исчезнут из поля зрения. В вас возникнут новые силы и желание сотрудничать со мной, чтобы все осуществилось. Импульс небес будет продвигать вас вперед. Больше никто не останется позади, сын мой. Испытания и сопротивления, которые вы пережили, подготовили вас к такому времени, как это, беспрецедентному часу божественной судьбы для тех, кто будет сотрудничать с моей работой в эти времена. Испытание веры укрепило ее, а ожидание, хотя и трудное, научило ее настойчивости и уверенности. Хотя вы можете чувствовать себя неадекватным и неподготовленным, те, кто лучше всех знает ваши слабости, являются лучшими кандидатами на то, чтобы продемонстрировать мою силу. Когда вы полностью отдадитесь потоку моего духа внутри и через вас, я превзойду все ваши естественные ограничения и сделаю через вас то, что можно объяснить только как сверхъестественное, чудесное и великолепное. Не сбрасывайте со счетов тот факт, что я могу усилить ваше влияние в одночасье, предоставляя возможности, открытые двери и божественные связи, о которых вы даже не догадывались. Я сказал, что вы пойдете быстрее, если будете соответствовать моим планам на этот раз. Моя волна ускорения нарастает, и когда вы будете готовы поймать эту волну, вы будете поражены тем, как быстро я переведу вас на более высокие уровни целей и истинного духовного авторитета на земле. Небеса открываются сейчас, изливая новые возможности для тех, кто несет мандат моего королевства в этот напряженный час. Те, кто готов заплатить цену святостью и искренним послушанием, увидят необузданный поток всех ресурсов небес, стекающихся в их жизнь. Ближайшие дни потребуют все более искреннего партнерства с моим духом, поскольку затруднения на земле возрастают, наряду с беззаконием на земле и обострением проблем любого рода. Для тех, кто ходит небрежно, в робкой приверженности моему делу, времени не остается. Отделение зерен от плевел уже началось. Либо будь полностью со мной, либо полностью вдали от меня. Вот варианты в этот поздний час. Все земное, что претендует на первое место в твоем сердце, станет странно размытым, когда мое величие возвышается над тобой. Божественное волнение, вечная тяжесть славы и неописуемая радость будут вашими вечными спутниками. Знамения, чудеса и экспоненциальный рост всякого рода будут сопровождать тех, кто ходит близко со мной. Больше не связанные ограничениями этого природного царства, вы будете свободно двигаться в небесной власти и святом дерзновении, как тот, кто уже прославился вместе со мной в небесных царствах. Дитя мое, позволь мне использовать твои дары и способности так, чтобы это удивляло и удивляло тебя. В тебе уже идет трансформация, мои возлюбленные. Процесс, который начался, когда я впервые позвонил вам, продолжает неуклонно развиваться, и линия за строкой, сезон за сезоном, вы становитесь тем, кем я создал вас. Каким я задумал вас видеть еще до основания Земли, я праздную этот рост в вас. Хотя эволюция иногда кажется медленной, ее постоянное движение вверх приносит мне невероятную радость. И вот приближается важная веха, значительный сдвиг от одного образа мышления к другому.
Это произойдет не сразу, но постепенно вы начнете осознавать, что думаете по-другому, реагируете по-другому, воспринимаете себя и свою жизнь с совершенно новой точки зрения. Там, где когда-то тянули страхи и сомнения, уверенность и смелость поднимутся, как могучая река, когда мои истины поселятся глубоко внутри вас. Озера застоя превратятся в реки, освежающей пищи и жизни. Эта новая перспектива произведет революцию в том, как вы выполняете свои призвания и отношения, как вы воспринимаете реальность и интерпретируете мир вокруг вас. Тайны станут откровениями, завесы поднимутся, чтобы открыть истины, которые раньше были скрыты. Смена парадигмы приблизит вас к мысли и зрению, как я. Да, те, кто знает вас много лет, могут почувствовать, что вы совершенно новая личность. Настолько глубокими будут этот внутренний и внешний рост и просветление. Пусть думают, что хотят. Ваше соответствие устаревшему мышлению не может сравниться с ощущением того, что вы станете первооткрывателем новых горизонтов, которым я хочу, чтобы вы стали. Непонимание тех, кто остался позади, может на какое-то время причинить боль, но в конечном итоге они не смогут ограничить широту того, что я порождаю в вас. Не обращайте на них внимания. Не спускайте глаз с меня и славного будущего, к которому я вас готовлю. Я подготовлю ваш путь сверхъестественными милостями и благословениями. Разве вы не заметили, что вступили в совершенно новую эру открытия того, кем вам всегда суждено было быть? В это волнующее время нить мужских мнений больше не имеет власти. Ничто не падает на вас, кроме моего любящего, зачарованного взгляда, когда вы исследуете сферы даров и целей, которые вы до сих пор не культивировали и даже не рассматривали полностью. Ты начинаешь сиять тем, кем я создал тебя. Больше не нужно скрывать свой свет, сын мой. Тьма повсюду требует полного освобождения всего, что вы держите внутри. Да, по мере вашего продвижения к большей духовной зрелости и более полной демонстрации всего, что вы вложили в себя, грядет множество изменений. Не бойтесь перемен, ни тех изменений, которые я произвожу в вас, ни тех областей, в которых я призываю вас быть пионерами. Ибо я иду впереди вас, чтобы спланировать и подготовить путь к наполненным радостью сфер сверхъестественной жизни и работы, которых ваши глаза еще не видели. Доверьтесь мне полностью и ничего не бойтесь. Эта жизнь со мной никогда не будет скучной или предсказуемой, сын мой. Ибо как только ты начнешь осваивать последнее, к чему я тебя призвал, я снова вытяну тебя, все вперед, все вверх. Больше роста, больше влияния, больше ответственности, больше радости и приключений, чем вы сейчас способны вместить в себя. Но пока вы идете со мной, я расширяю и увеличиваю ваши возможности до тех пор, пока вещи, которые когда-то подавляли или пугали вас, не стали обычными вехами жизни, живущей со мной ярко и близко. Готовы ли вы к большему, что я приготовил для вас? Тогда все ограничения возраста и разочарования прошлого теперь исчезнут из поля зрения в блеске моего появления перед вами. Мой драйв уносит тебя в глубины всего, что у меня есть для тебя. Никакое сопротивление не сможет противостоять этому мощному потоку, который сейчас их настигает. Мои возлюбленные, я хочу, чтобы вы знали, что ваше пробуждение только началось. То, что вы пережили до сих пор, это всего лишь первые лучи рассвета по сравнению с полнотой света и откровения, которые вскоре озарят ваш путь. Изменения, которые вы уже испытали, это небольшие толчки,
которые предшествуют великому духовному землетрясению, готовому навсегда изменить ландшафт вашей жизни. Передача реалий царства, экспоненциально превосходящая все, с чем вы когда-либо сталкивались, изменит все, чем вы являетесь и что будете делать в грядущие дни. Готовы ли вы стать знамением и чудом, демонстрацией сверхъестественного царства всем вокруг? Ибо это ваше призвание, это мое оснащение и прогресс внутри вас. Когда вы полностью отдадите себя моей преобразующей работе, без ограничений, не оставляя уголков своего сердца за пределами моего очищающего огня, вы действительно проявитесь как пылающий факел славы в растущей тьме этого позднего часа. Радикальная реформа уже на подходе. Образы мышления, укорененные в человеческой мудрости, уступают место тем, которые полностью происходят из сферы моего откровения. Укоренившиеся способы действий, взаимоотношений и достижения целей внезапно заменяются более высокими способами и целями моего королевства. Да, этот процесс может быть разрушительным и запутанным, поскольку устоявшееся мышление разрушается, уступая место новым реалиям, которые берут свое начало в моем тронном зале, а не в земных классах. Но не полагайтесь на свое собственное понимание во время этого глубокого перехода. С терпеливым доверием продолжайте отдавать себя в мои руки. Позвольте мне с любовью направлять ваши мысли, восприятие, убеждения и приоритеты в соответствии с моей истиной. Ибо только в единстве со мной вы обнаружите подлинный мир и ясную цель в этот час растущего смятения. В единении со своим сердцем и разумом ты обретешь непоколебимую личность, которая освободит тебя от душевных мук. Близость со мной укореняет и укрепляет вас в моей совершенной воле, блокируя шум других голосов. Да, моя истина, мощно пройдя через вашу жизнь, вступит в жестокий конфликт с устоявшимся мышлением окружающих вас людей. Но говорите и живите то, что я вам даю смело, не извиняясь за ту радикальную работу, которую я провожу в вас. Ибо вы были подготовлены и расположены именно к этому часу. Только истины, исходящие от моего трона, могут решить уникальные проблемы, с которыми человечество сталкивается в критические времена. Большая аморальность. Евросоюз, я освобождаю вас от рабства мужских мнений, предоставляя вам возможность слышать и обращать внимание только на мой голос. Я лишаю вас доверия к человеческим институтам, полностью передавая ваше доверие и ожидания мне. Путь, по которому я вас веду, может показаться радикальным по сравнению с молчаливым подчинением, но крайнее отклонение от общего пути становится необходимым, чтобы избежать огромных ловушек, которые я вижу впереди. Эти ловушки поймают в ловушку любого, кому не хватает ловкости и дальновидности, чтобы решительно изменить курс. Держись рядом, сын мой, и внимательно слушай мой голос, управляющий каждой небольшой корректировкой курса. Путь к моему сверхъестественному триумфу и миру может быть трудным, но то, чем я делюсь с теми, кто желает получить истину непосредственно от моего трона, также будет чрезвычайно освобождающим. Это приведет вас к смыслу, плодотворности и нерушимой радости, которых всегда желало ваше сердце. Фактически, все, что построено на мудрости и способах человека, сейчас находится на грани. Только то, что вытекает из дизайна моего тронного зала, останется в силе. Так что пойдем со мной, сын мой, в это тайное место откровения и расширения возможностей, известное только тем, кому я доверяю. Оставьте все остальное, чтобы насладиться близостью ко мне в нашем мирном убежище, отдельно от безумного стремления мира к надвигающемуся хаосу.
На нашем частном совете я буду говорить лицом к лицу и по душам, раскрывая все, что еще впереди. Ясность и неприходящее мужество пронизают тебя, укрепляя твою душу для предстоящих подвигов. А в вашей отреченной жизни еще гораздо больше понимания, духовного авторитета и сверхъестественных способностей, которым суждено проявиться. Мой сын всегда учится, не пренебрегайте тем, чему я могу научить и продемонстрировать, даже если это полностью отдано в мои руки. Подождите, предвкушайте, ибо час моего величайшего проявления через посвященных святых, несомненно, приближается к вам. Подумайте о том, что жизнь, прожитая с разделенным вниманием, приносит лишь мимолетные полумеры удовольствия и вознаграждения. Вместо этого примите все свое наследие, приготовленное от создания мира. Как только вы вкусите и увидите мою высшую доброту, предназначенную для полностью преданных, все конкурирующие приоритеты станут совершенно незначительными. Да, целеустремленное посвящение дает вам доступ к глубочайшим сферам реализации отношений и расширения возможностей со мной, сферам, которые равнодушные едва ли могут постичь. Освободите себя от земных отвлечений и бремени, смело разрывайте душевные связи с кем-либо или чем-либо, что препятствует вашему продвижению к единству со мной. Оставайтесь глухи к ложным приглашениям неосторожного мира, который движется к вымиранию. Вместо этого настройтесь на то, чтобы услышать и ответить на мой тихий голос, призывающий вас глубже погрузиться в сладкий, продолжительный отдых, доверие и привязанность, которые вечно питают вас в нашем совместном путешествии. Наше путешествие приведет нас вглубь духа, исследуя миры, которые невозможно описать словами. Это приключение сердца и духа обещает больше, чем вы когда-либо мечтали. Речь идет о принятии трудных путей, моментов трудностей и испытаний, потому что они необходимы для жизни, наполненной глубокими обязательствами, особенно во времена, которые часто кажутся безразличными к глубочайшей истине. Так что выходи из укрытия, посмотри мне в глаза и давай соединимся. Я открою вам невероятные планы, которые у меня есть для вас, цель, вплетенную в вашу жизнь, которая может показаться скрытой или дремлющей. Оно оживет, когда вы посвятите себя призванию, которое раньше не могли себе представить. На рассвете этой долгой ночи ожидания и поиска ждет яркая и прекрасная радость. Награды для тех, кто останется верным и найдет прибежище в любви, заставят невзгоды прошлого казаться далекими. Я работаю над обновлением всего, начиная с самой глубокой части вашей души. Я помогаю вам отказаться от ваших собственных планов и принять истинную цель, которую я имею для вас. Вместе мы откроем новые горизонты. Это важный момент, и я ищу тех, кто с наименьшей вероятностью будет руководить. Среди скромных и неприхотливых я ищу сердца, готовые взять на себя роли большого влияния и власти. Я даю власть царства тем, кого не замечали или недооценивали, давая им возможность достичь большего, чем когда-либо могли сделать самые самоуверенные люди. Дары и таланты, которые я дал вам, вот-вот полностью активируются, демонстрируя мою мудрость в вашей жизни. Ваша жизнь будет отражать вашу любовь ко мне по мере вашего продвижения вперед. Ваша истинная цель и потенциал будут раскрыты, и сила проявится сквозь ваши слабости. Ваши молитвы повлияют на окружающих, и из нашей близости произойдут чудеса. Ваша самоотверженная преданность делу вдохнет жизнь в яркое существование, ожидающее этого момента, когда зов небес прорвется сквозь шум мира, призывая вас к высшей цели.
Вы поймете, что глубочайший смысл и удовлетворение приходят к жизни, отданной мне, даже среди несправедливости и отвержения. Радость, обретенная во мне, превзойдет всякое мирское признание и временную славу. Мои возлюбленные, я понимаю ту неуверенность, которую вы чувствуете в это переходное время. Очень многое вокруг вас кажется непредсказуемым и вышедшим из-под контроля. Но мужайтесь, ибо я остаюсь тверд и непоколебим, якорем для вашей души среди бурных бурь. Времена турбулентности могут показаться хаотичными, но они обладают огромным потенциалом для изменения приоритетов и очищения мотивов. Вместо того, чтобы с тревогой пытаться предсказать, что именно произойдет, придите ко мне и обновитесь во мне. Ибо я всегда в движении, и мое царство ждет меня. Постоянно продвигаясь через покорное сердце каждого поколения, двери, которые я сейчас открываю перед вами, показывают новые и захватывающие сферы целей. В отличие от прошлых сезонов, отказ от душевных связей со знакомым какое-то время кажется очень некомфортным. Однако временный дискомфорт меркнет по сравнению с волнением осознания того, что вы были выбраны пионером в новаторском проявлении моей любви и силы в этот уникальный час. Какой славный вечный плод принесет наше радикальное послушание в этот короткий час на земле! Благодаря нашему общению я расскажу о своем обширном плане глобальной жатвы и трансформации в эпоху, разворачивающуюся перед вами. Тайны, давно скрытые на виду, откроются вам, когда вы увидите перспективу из моего тронного зала. То, что видят ваши глаза сейчас, это всего лишь глобальная суматоха, которую мое зрение воспринимает как спелые поля, готовые к небывалому урожаю. На горизонте маячит великое сближение божественных назначений, когда я организую огромную волну блудных детей, возвращающихся домой. Множество людей, попавших в циклы греха и отчаяния, блуждающие во тьме, внезапно пробудятся к истине благодаря моему открытому проявлению силы. Да, тебя, мой избранник, я подготовил и расположил именно к этому часу, когда вечность вторгнется во время через чистые сосуды, демонстрируя мою необузданную славу. Поскольку небеса все больше и больше проникают на землю, все, что препятствует развитию любви, теперь предупреждается. Системные твердыни жадности, угнетения и похоти, замаскированные под свет, рухнут перед горящим факелом моего присутствия, исходящим через мой народ. Никакая сила ада не может противостоять могучему оружию небес, открытому через смиренное сердце, живущее в чистоте и искренней покорности. Фактически сборы заканчиваются. Разве я не обещал, что придет ваше время прославить Отца чудесными делами Духа моего? Нет ничего, что ты не мог бы сделать, и ты быстро ответил на мольбу Анны в Силоме. Ответь на мои призывы божественным огнем, приведи меня к величию, Господь, так же, как ты сделал это для Иосифа в земле египетской. Я утверждаю, что победа над всеми невзгодами принадлежит мне, и смело заявляю, что я благословлен и пользуюсь великим именем Иисуса. Я провозглашаю жизнь и побеждаю все невозможные ситуации. Я верю, что выйду победителем, и все это во славу Твоего святого имени. Я выражаю свою благодарность за свидетельства, которые появятся еще до того, как они произойдут. Во имя Иисуса молюсь. Аминь. Все идет по плану, и Бог разоблачит тех, кто желает вам навредить. Каждое зло, направленное против вас, будет обращено вспять, и ваши слезы будут вытерты во имя Иисуса. Если верите, напишите «Да». Если вы будете оставаться мирными и стойкими, те, кто попытается вас удержать, столкнутся с собственными последствиями.
Бог работает за кулисами, чтобы продвинуть вас, даже если это выглядит как противодействие. Ваши враги будут свидетелями вашего возвышения. Перестаньте беспокоиться о том, как, и начните верить в волю. Радость и мир находятся в пределах вашей досягаемости. Вы на правильном пути, и Вселенная откликается на ваши вибрации. Будьте рядом и благодарны за любовь и изобилие, которые вы получаете. Признаки чуда повсюду вокруг вас, так что не переживайте. Благословение уже в пути. Напишите «Аминь», если вы доверяете Богу. Бог говорит: «Я твой щит и защитник. Я буду охранять тебя и защищать от всех врагов. До конца этого месяца ты чудесным образом исцелишься. Любая твоя болезнь или болезнь полностью исчезнут. Бог забирает тебя. Вдали от боли, невзгод и нужды Бог переносит вас во время исцеления, утешения и изобилия. Бог говорит: «Я твой вездесущий проводник и твой непоколебимый источник силы. В моих объятиях ты найдешь утешение, надежду и исполнение своих самых сокровенных желаний». Это твое время получить обильные благословения от Бога. Имей веру, и ожидайте, что в вашей жизни произойдут невероятные вещи. Бог любит тебя и всегда будет рядом с тобой. Бог обратит вспять все негативные ситуации в вашей жизни. Бог благословит вас и вашу семью и исцелит вашу боль. Что касается финансов, если вы изо всех сил пытаетесь свести концы с концами, Бог – это поставщик, который может удовлетворить все ваши потребности. Верьте в Божье изобилие, и Бог осыпет вас благословениями. Бог говорит вам сегодня: «Вы искали моих благословений, и я уже даровал их». Вы просили здоровья и счастья, чтобы окружить вашу семью, и я желаю, чтобы вы процветали во всех аспектах вашей жизни, согласуясь с желанием вашей души. Ибо знай меня и люби меня, знай это, я благословляю тебя, и в ответ ты получаешь мои благословения сегодня. Прими новое начало, которое я предлагаю тебе, свободное от непрекращающейся борьбы, которая поймала тебя в ловушку постоянной печали. Я дарую тебе новое сердце, которому суждено наполниться безудержной радостью. Сердце, где нет места унынию и страху, ибо мое живое слово будет обитать в нем, укрепляя ваш дух. Я твой постоянный спутник, твой защитник, твой проводник и твое доверенное лицо. Я распознаю моменты, когда сомнения и негативные эмоции затуманивают ваши мысли, вызывая неуверенность. Но будьте уверены, я здесь, чтобы помочь вам. Не привыкайте жить от одной проблемы к другой, какими бы тривиальными они ни казались, поскольку они накапливаются и остаются нерешенными. Вместо этого доверьтесь моему слову. Когда возникают трудности, смело встречайте их. Провозгласи мои обещания вслух, воззови ко мне, и я отвечу. Уверяю вас, что эти проблемы и обстоятельства будут решены, если вы сохраните свою непоколебимую веру. Сопротивляйтесь своим противникам и наблюдайте. Будьте бдительны, ведь подстерегает опасность, и не позволяйте малышам в вашей семье оставаться без присмотра, поскольку враг стремится поймать их сердце в ловушку. Если вы дадите им руководство и любовь, они найдут путь ко мне в поисках нового начала. Не пренебрегайте ими, ибо в вашем доме рождается новое поколение верных воинов, готовых провозглашать мои чудеса в грядущие дни. Я полон решимости обильно благословить вас, поэтому серьезно отнеситесь к своему духовному росту и образованию, потому что у вашей жизни есть цель, которую я запланировал.
Я изолью на вас Духа Святого Моего, и одни будут видеть сны, а другие увидят видения. Вы будете носителями посланий, которые будут назидать новые поколения, и я проявлю через вас свою силу в форме чудес и чудес, служа инструментами исцеления и утешения для беспомощных. Я работаю в вашем сердце, обновляя ваш разум и трансформируя ваше мышление. Я умоляю вас отпустить негативные мысли, избегать затаивания негативных чувств по отношению к другим и освободиться от желания создавать в уме истории, вызывающие стресс. Прости прегрешения и сохрани чистое сердце, переполненное любовью моей, позволяющее Духу Твоему воспринимать меня день и ночь. Это позволит вам противостоять злу и избегать общения с теми, кто живет в эмоциональном смятении. Сердце твое новое, ибо я написал мое святое слово в твоей душе и очистил твой разум живыми водами, текущими от престола моей святости. Я желаю, чтобы вы жили в полной свободе, но выбор за вами. Слушайте мои послания, обращайте на них внимание и верьте в мои обильные благословения. Потому что эта трансформация реальна, а не просто фантазия. Ваша жизнь уже претерпевает глубокие изменения, в вашей семье происходят чудеса. Напишите эти слова с непоколебимой убежденностью, поверьте им всем своим сердцем и примите мои благословения с громким аминь. Вас ждут великие благословения, потому что ваша непоколебимая вера и преданность делу скоро будут вознаграждены. Все обретет смысл, и на горизонте появится нечто экстраординарное. Не сомневайтесь, просто верьте. Бог рядом с вами и является вашим величайшим защитником. Доверьте Ему свои заботы и страхи, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Ваша следующая неделя будет невероятной, полной счастья, любви и мира. Ожидайте улучшения в своей работе, своем внутреннем мире и романтических отношениях. Бог – Бог бесконечных возможностей. Даже когда все кажется невозможным, Он откроет двери и проложит пути там, где раньше их не было. Бог – Бог чудес. Он здесь, чтобы осуществить одно в вашей жизни. Не стоит недооценивать Его силу, ведь Он может сделать для вас невозможное. У вас будут деньги, любовь, здоровье, дом, идеальная карьера, о которых вы всегда мечтали. Господь наполнит вашу жизнь смехом и радостью, как никогда раньше. Ожидайте великого чуда в своей жизни. Сталкиваетесь ли вы с физическими, финансовыми или эмоциональными проблемами, знайте, что Бог всегда с вами и никогда не оставит вас. В Евангелии от Матфея 5, 2-12 говорится: «И Он открыл уста Свои и учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны они кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они назовутся детьми Божиими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда другие будут поносить вас и гнать и говорить всякие слова зло на тебя. Ложно ради меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах, ибо так гнали пророков, бывших прежде вас. В 1 Иоанна 4:4 говорится: «Дети, вы принадлежите Богу и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». В Евангелии от Матфея 10:39-42 говорится: «Кто найдет душу свою, тот потеряет ее,
и кто потеряет душу свою ради Меня, тот найдет ее. Пророк, потому что он пророк, получит награду пророка, и кто принимает праведника, потому что он праведник, получит награду праведника. И кто даст одному из малых сих даже чашу холодной воды, потому что он ученик, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Бог рад дать вам что-то в обмен на ваше доверие Ему. Чудесные дары готовы войти в вашу жизнь благодаря этим словам, сказанным Всевышним. Волна доброй воли вот-вот захлестнет все аспекты вашей жизни. Будь готов. Беспокойтесь о том, чтобы оставаться верным тому, кто вы есть на самом деле, и продолжайте сиять своим светом. Со временем вам все откроется в правильном порядке. А пока направьте свою энергию на то, что действительно важно в вашей жизни. Бог хочет научить вас, как бороться за свое счастье, вернуть себе смелость и бороться за свою радость. Доверьтесь Его плану и знайте, что вы не одиноки. Ваши ангелы с вами, работая над процветающим будущим. Лучшее еще впереди. Если вы чувствуете себя подавленным, неуверенным и нуждаетесь в мире, помолитесь со мной. Обратитесь к Богу за стабильностью, мудростью и силой для решения жизненных проблем. Имейте веру и верьте в Его работу в вашей жизни. О вас заботятся и любят глубоко. Во имя Иисуса, аминь. Не волнуйся, мой дорогой сын, потому что я позабочусь о твоих проблемах. Это признак того, что жизнь, которую вы хотите, работа, которая вам нужна, и отношения, которые вы хотите, уже не за горами. Не недооценивайте способность Господа немедленно изменить вашу ситуацию. У Него есть способность открывать двери, менять сердце, восстанавливать утраченное и передавать благословение. Я заявляю, что до конца этого месяца вы станете свидетелями того, как Бог творит чудеса. Будьте готовы к тому, что ваш банковский баланс пополнится богатством, превосходящим ваши самые смелые мечты. Ожидайте грандиозного чуда, которое произойдет в вашей жизни, независимо от того, столкнетесь ли вы с физическими, финансовыми или эмоциональными проблемами. Знай, что Бог всегда с тобой и никогда не оставит тебя. Он приносит исцеление телам, свободу от долгов, восстановление браков и свободу от зависимостей. Дом, который вы хотите, работа, которая вам нужна, отношения, которых вы желаете, и финансовое процветание, которое вы ищете, все это уже на вашем пути. Доверьтесь Божьему идеальному выбору времени и Его обильному обеспечению. Он постоянно стучится в дверь вашего сердца, терпеливо ожидая, когда вы пригласите Его войти. Не бойтесь открыть дверь, ведь Он нежный и любящий Бог. Бог хочет быть неотъемлемой частью вашей жизни, направляя вас на каждом этапе пути. Когда вы его получите, оно наполнит вас своим покоем, радостью и силой. Он облегчит все ваши заботы, заменив их покоем, превосходящим всякое понимание. Будьте готовы, потому что Бог готовится осыпать вас двойными благословениями и милостями, компенсируя все головные боли, испытания и неудачи, с которыми вы столкнулись. Эта неделя будет полна необыкновенных чудес, и даже когда дела кажутся разбитыми и безнадежными, свет всегда победит тьму. Я всегда рядом с тобой, будь ты счастлив или сталкиваешься с трудностями. Независимо от того, через что вы проходите, я рядом с вами, предлагая поддержку и руководство. Божьи благословения не ограничиваются земными обстоятельствами. Он может изменить любую ситуацию и принести чудеса в вашу жизнь. Верьте в свои силы и надейтесь на лучшее будущее.
Вы любимы и любимы Богом. У Него есть благословения, которые принесут радость и изобилие в вашу жизнь. Подобно освежающему лучу, Бог хочет восстановить и возвысить вас. Оно заменит все, что у вас отобрали. Вселенная готовится осыпать вас невероятными благами и великолепными чудесами. Примите грядущий потоп с распростертыми объятиями и сердцем, готовым удивляться. Знайте, что небесные посланники Бога защищают вас, готовы разорвать любую связь, которая сбивает вас с пути. Точно так же, как Бог открыл небеса, чтобы благословить землю и труд людей, Бог собирается излить благословение и на вас. Спасибо, Боже, за то, что вдохновил меня стать лучше и поддержал меня в трудные времена. Помоги мне преодолеть мои препятствия. Я знаю, что смогу преодолеть любое препятствие с Твоей помощью. Сохрани нас в безопасности и благослови нас сегодня и всегда. Приготовьтесь к сезону беспрецедентного процветания и изобилия. Вы станете свидетелем того, как благословения хлынут в вашу жизнь способами, которые ранее были невообразимы. Бог говорит сегодня, что следующий ноябрь станет для вас временем перемен. Божья рука будет двигаться в вашей жизни, как никогда раньше, принося божественное исцеление и возвращая вашему телу совершенное здоровье. Как Бог чудес, Он специализируется на достижении невозможного. Доверьтесь Ему и станьте свидетелем серии чудес, происходящих в вашей жизни. Бог – твое прибежище, твоя сила и твоя постоянная помощь в трудные времена. Он всемогущий Бог, Создатель Вселенной и способен превзойти ваши самые большие ожидания и желания. В течение этой недели Он утроит ваши благословения, продемонстрировав, что нет ничего недостижимого, если вы непоколебимо верите в Него. Поверьте в Его силу исцелить вас, и вы испытаете чудесное исцеление. Бог готовит вам путь для исполнения вашего предназначения. Не расстраивайтесь из-за нынешних обстоятельств. Имейте веру в Бога, веру в себя и веру в силу любви и благодати. Все потраченные вами деньги вернутся к вам в кратном размере. Улучшение финансов, отношений и здоровья уже в пути. Бог ведет ваши битвы. Всякий раз, когда вы чувствуете себя подавленным, напуганным или беспомощным, помните, что Он ваш защитник. Он сражается от вашего имени. Вам не придется сражаться в этих битвах в одиночку. Небесный Отец, в это время мы предстаем перед Тобой с сердцами, полными благодарности, и предлагаем Твою невероятную доброту. Ваша любовь и милость непоколебимы, и мы благодарим Вас за это. Мы признаем Вашу верность, даже когда терпим неудачу и спотыкаемся на своем пути. Именно Ваша непоколебимая любовь дает нам силы подняться, преодолеть наши трудности и верить в то, что Вы постоянно наполняете нас благословениями, как и обещали в соответствии со Своим обильным богатством и славой. Драгоценным именем Иисуса, нашего дорогого Бога, мы смиренно просим Тебя удалить из наших сердец все следы страха и беспокойства. Даруй нам смелость довериться Твоему божественному плану, поскольку мы знаем, что Твои цели совершенны и время выбрано безупречно. Мы также воодушевляем тех, кто устал, кто сохранил надежду несмотря на испытания и невзгоды. Пожалуйста, Господь, пошли им знак, утешительное заверение, что Ты все еще рядом с ними, проводя их сквозь бурю. Вступая в следующие 3 дня, мы горячо молимся, чтобы они были наполнены удивительными благословениями, возможностями и милостями, превосходящими наши самые смелые ожидания.
Возлюбленные, ваше появление близко. Теперь внутри вас возникает разрушительное помазание, призванное разрушить препятствия, блокирующие проявление пробуждения. Твердыни, препятствующие пробуждению, рухнут с силой, когда вы откроете рот, чтобы провозгласить мое слово. Демонстрация моей доброты заставит насмешников замолчать, поскольку наша связь принесет удивительные плоды. Да, впереди меня ждут большие перемены, поскольку я перехожу к большей духовной власти, предназначенной для надежных друзей, которые заплатили цену, чтобы познать мое сердце и мои пути. Но не бойтесь ничего, ибо я иду впереди вас, чтобы направлять ваши шаги. Вам нужно только реагировать на мои побуждения с крайним послушанием и чрезмерной уверенностью.